Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Колоссальную нагрузку на медучреждения принесла с собой вспышка коронавируса в Якутске. Создают дополнительный амбулаторный центр. Число новых заражений ковидом в Якутии перевалило за 1500 в сутки. Расскажем об эпидобстановке в Хангаласском улусе. Увидеть рабочую форму и навсегда влюбиться в профессию. Декаду профориентации для школьников проводят в Амге. В Якутске на базе Центра спортивной подготовки «Триумф» создают дополнительный амбулаторный центр. Такое поручение дал глава региона. А сегодня Сан Николаев на встрече с вице-премьером Ольгой Балабкиной и министром здравоохранения Еленой Афанасьевой рассмотрел ситуацию с работой поликлиник Якутска. Глава поручил развернуть на базе ЦСП «Триумф» дополнительный амбулаторный центр. Там разместят пункты по забору анализов, терапевтические кабинеты для людей с симптомами ОРВИ, а также для пациентов с положительным ПЦР-тестом. Будут и отдельные комнаты для оформления больничных листов. Как пояснила министр здравоохранения, центр начнет работать в ближайшие дни. По заданию Айсена Сергеевича и решением оперштаба пришли к тому, что необходимо открыть дополнительный амбулаторный центр для пациентов и вообще для граждан, которые хотят обследоваться, выявить у себя, есть ли эта инфекция, либо это признаки ОРВИ. Потому что это очень востребовано, и для того, чтобы была все-таки доступность данной функции, да, или доступность как раз по этому направлению. Любой житель города Якутска может прийти. Там же площади позволяют, в принципе, потоки разделить, организовать как положено. Да? И, значит, на тот момент, когда мы проводим экспресс-тестирование, в это время мы знаем, что время ожидания 30 минут. Человек может посидеть прямо в зале «Триумфа», подождать. Да? Там же ведь есть арены. И как раз вот на посадочных местах с учетом всех санитарных норм. Между тем, число новых заражений ковидом в Якутии перевалило за 1500. За минувшие сутки заболели 1525 человек. Из них основная масса в Якутске – 1250. В Мегино-Кангаласском районе 92 заболевших, в Верхневилюйском 42, в Алданском районе 32, в Намском 25, в Татинском 17, в Тампонском и Усть-Алданском районах по 10 случаев заражения. Еще в 12 районах от 1 до 8 заболевших. Сложная эпидситуация складывается и в Хангаласском улусе. На сегодняшний день в районе ковидом болеют более 500 человек. Из них почти половина – дети. В основном население получает лечение амбулаторно, на дому. Высокая нагрузка у выездных эпидбригад. Их количество по улусу 15. Одна из них специализированная, забирает повторные анализы уже выздоравливающих хангаласцев. К сожалению, заканчиваются экспресс-тесты ИХА, которые моментально показывают наличие вируса в организме. Их всю прошлую неделю и до сегодняшнего дня активно использовали выездные эпидбригады. Также на исходе бесплатные медикаменты, которые получают больные на амбулаторном лечении. Так, в зависимости от схемы лечения, гражданам положены бесплатные препараты грипферон, орбидол и коронавир. Уже заканчивается у нас лекарства. Мы всем больным ковида стараемся всех обеспечить. И сегодня у нас мы написали заявку в оперштаб района, чтобы они нам помогли с ИХА-тестом и вот закупкой лекарственных препаратов. И надеемся, что они помогут и немножко решат наши проблемы, которые вот с лекарствами. Тем временем победителям финальной акции «Стоп коронавирус Якутия» вручают автомобили. Первой ключи от новенькой Нивы сегодня получила Марина Борисова, жительница города Вилюйск. Напомним, акцию проводил целевой фонд будущих поколений Якутии на средства жертвователей. В финальной акции приняли участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации от ковида с момента ее начала в России по 30 августа прошлого года. Это 11 тысяч человек. Новые машины прибыли в Якутск прямо с завода-изготовителя. Вакцину получила я 28 августа. Это были как раз-таки последние дни акции, в которую я попала. Для участия в акции меня сподвигла мама. Она сказала, что проходит такая акция, нужно будет подать заявление. Мы так усмехнулись всей семьей. Да ладно, ничего не выиграем. Но такой подарок судьбы в виде
отечественного автомобиля Нивы. Это очень для нас приятно. Мы все очень рады. Зачем подвергать себя опасности, если можно предотвратить эту болезнь? И призываю всех к вакцинации. Сложно полноценно оказывать медпомощь без специалистов узкой направленности. Такая проблема актуальна для многих районов. Каждая из районных больниц решает ее по-своему. Например, в Алекминск в прошлом году прибыло 11 медицинских работников, рассказывает Елена Фаст. Одна из проблем любой больницы, особенно в столь непростое время, недостаточность специалистов. Поэтому пополнение штата районной центральной больницы в 2021 году порадовало всех. В 2021 году к нам прибыли 11 врачей. Из них 3 ординатора, о которых мы заключили договор в 2019 году. Да? Это врачи-эндокринолог, врач-рентгенолог и врач-педиатр участковый. Также к нам прибыли по приглашению из других регионов через работу по сайту «Работа всем» 8 врачей. Задача молодого специалиста Майи Владимировны – внимательно отсмотреть поступающие снимки и подготовить опись. Именно в районе очень достаточно. И да, людей много, и пациентов много, и снимков много, и повторных снимков тоже бывает много. Ну, вот идут. Есть уточнение, да, когда приходят? Да. Своевременное обращение – залог излечения пациента, уверена молодой врач. Увы, часто это понимают поздно. Именно в районах такое случается, что не вовремя обращаются именно пациенты. И, даже вот с пневмонией. Они могут до последнего тянуть, не приходить, не обращаться к врачам. И так, наоборот, усложняет ситуацию. Еще описывая маммографию, получается, там женщины тоже проходят именно по диспансеризации, по самообращению. И чем быстрее они чем быстрее мы выявим именно патологию со стороны молочных желез, то лечение будет. Работа по подбору кадров продолжается. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К другим темам необходимо усилить взаимодействие по газификации населенных пунктов Якутии. Такую мысль выразила глава региона во время рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности крупных газовых предприятий. Говоря о деятельности компании «Газпром Трансгаз Томск», А.С. Николаев обратил внимание на необходимость расширения программы газификации населенных пунктов. В этом году начнут газификацию вошедших в программу поселков – Йенгры, Чульмана, Мурьи и Бичинчи. Вместе с тем необходимо включить населенные пункты, которые прилегают к магистральному газопроводу «Сила Сибири», но не вошли в программу. Это Пелидуй, Витим, Толон, Чамча, Уртон-Ахара, отметил глава республики. А в Министерстве имущественных и земельных отношений республики в онлайн-формате представили региональную государственную информационную систему управления земельными ресурсами и имуществом на территории Якутии. В презентации приняли участие народные депутаты постоянных комитетов Госсобрания Илтумен. Система ЭРГИС – это сводная информационная система по взаимодействию органов местного самоуправления и исполнительных органов госвласти республики с федеральными информационными системами. Показали те результаты и аналитику, которую может создавать система, но и как мы ее используем в своей ежедневной работе. Там, по мониторингу дальневосточного гектара, по ситуации по предоставлению земельных участков многодетным семьям, по инвентаризации сельскохозяйственных угодий и так далее. Но в принципе у нас в системе 4 основных модуля, и, соответственно, есть отдельный модуль по реестр государственного имущества, в котором также мы работаем. Ну и народные депутаты задавали вопросы, которые интересуют их. Всего принимало у нас 7 представителей 7 комитетов. И каждый, конечно, по мере своей, по направлению своей работы они задавали нам вопросы.
Коворкинг-центр для деловых встреч и небольших мероприятий откроют в городской библиотеке Мирного. Руководство выделит под пространство книгохранилища на первом этаже. Обустраивать центр начнут в этом году после завершения капитального ремонта. Его в библиотеке ждали несколько лет. До конца марта рабочим предстоит привести в порядок взрослые и детские читальные залы, абонемент, 2 книгохранилища, административные кабинеты, фойе с гардеробом. Читателей в здание пока не пускают, персонал временно ждет посетителей в другом месте. Мы открыли пункт выдачи по улице Московской, 26. Там мы принимаем и выдаем книги. И выдаем книги по заказу, по заявкам. Это то, что можно сделать и по телефону, и на сайт библиотеки. Конечно, очень неудобно в первую очередь для наших читателей. Мы это понимаем, но надеемся, что скоро наш ремонт закончится, и мы откроем библиотеку для наших читателей. В Нюрбинском районе развивают транспортный комплекс с помощью муниципальной программы. На средства дивидендов Алроса обновляют автопарк Нюрбинского автотранспортного предприятия. В 2020 году закупили 3 автобуса ПАЗ «Вектор». В прошлом году на реализацию программы из районного бюджета было выделено 168 миллионов рублей. Нюрбинское АТП приобрело 2 малогабаритных автобуса на базе «Газель Next». На сегодняшний день автопарк предприятия обновили на 70%. В этом году, по сводным данным, будет выделено еще 108 миллионов рублей. В этом году у нас по плану тоже приобрести малогабаритные автобусы марки «Газель Next City». Тоже в будущем будем его эксплуатировать в городе Нюрба. По экономии у нас более 40% экономии идет на топливо и на расходные материалы. Так что она себя уже изучаем, как говорится. Ну, эффект есть, будем дальше отрабатывать по этой программе. Декаду профориентации для школьников проводят в первой школе села Амга. Мероприятие помогает многим детям при выборе профессии. Помогает выявить интересы, склонности и способности ребят. В этом году педагоги-библиотекари школы подготовили для учащихся 9 классов интересную программу с выставкой спецодежды и униформы. Свою служебную форму предоставили ветераны полиции, медицины, налоговой службы и других организаций. Как отмечают педагоги, это поможет школьникам понять, подходит ли им та или иная сфера деятельности. Между тем, многие девятиклассники уже определились со своей будущей профессией. Сегодняшнее мероприятие мне понравилось, так как дети имеют возможность получить информацию о профессиях, которые нам сегодня рассказали. Я в будущем хочу стать инспектором ПДН, так как сейчас в нашем мире есть очень много зла. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.